Этногенез в аспекте географии. Постановка проблемы. Согласно общепринятой теории эволюции, род Homo появился в начале четвертичного периода в нескольких разнообразных формах гоминид, возможно, следовавших одна за другой, хотя, может быть, иногда сосуществовавших. Подобно своему предполагаемому предку, австралопитеку, гоминиды были крупными хищниками, не чуждыми каннибализма, и, следовательно, в биоценозах занимали верхнюю экологическую нишу. К концу последнего оледенения все ветви этого рода вымерли, за исключением только одного вида Homo sapiens, то есть современного человека. Однако последний распространился по всей суше планеты. Затем в исторический период освоил поверхность гидросферы и произвел на Земле такие изменения, что ныне всю ландшафтную оболочку Земли справедливо называют антропогенной. За исключением полярных льдов, нет области, где не было бы археологических памятников каменного или железного веков. Мы находим палеолитические стоянки в пустынях и джунглях, неолитические в тундре и тайге. Это указывает на былую заселенность регионов, позже оставленных человеком и вновь осваиваемых ныне с применением машинной техники. Конечно, за истекшие 17-20 тысячелетий климатические условия в разных районах менялись. Но остается фактом, что вид Homo sapiens, в отличие от других видов позвоночных, не ограничился определенным ареалом, а сумел приспособиться к разнообразным природным условиям, что по праву ставит его на особое место в экологии позвоночных. Адаптация шла по двум направлениям. Первое. Человек приспосабливался к новым природным условиям, менял свой способ хозяйства и, следовательно, вырабатывал новый стереотип поведения. Второе. Человек приспосабливал природу для себя, создавая вторичные антропогенные геобиоценозы, согласно отработанному стереотипу поведения. В естественных условиях оба процесса переплетаются, но для цели анализа их целесообразно рассматривать порознь. Первоначально человек больше воздействовал на фауну. В интересной статье Будыко показано, что в степях Евразии мамонта истребили палеолитические охотники на крупных травоядных. Эскимосы расправились со стеллеровой коровой в Беринговом море. Полинезийцы прикончили птицу моа в Новой Зеландии. Арабы и персы путем постоянных охот вывели львов в Передней Азии. Американские колонисты всего за полвека перебили всех бизонов и голубей, а австралийские — несколько видов сумчатых. В XIX-XX веках истребление животных уже превратилось в бедствие, о котором пишут зоологи и зоогеографы столько, что нам нет необходимости останавливаться дальше на этом предмете. Отметим, однако, что хищническое обращение человека имело место при всех исторических формациях и, следовательно, вряд ли может рассматриваться как результат особенностей социального прогресса. Проверим наши соображения на другом материале. Перенеся свои действия на флору, человек произвел еще большие деформации природы. Оседлое скотоводство, при котором большое количество скота скапливается на относительно небольшом пространстве, ведет к обеднению фитоценоза. Особенно радикально действуют козы. Они весьма помогли древним римлянам и эллинам уничтожить в Средиземноморье лес из жестколистного дуба и сосны, который заменился вечно зеленым кустарником маквисом. В Аттике этот процесс завершился уже в V веке до нашей эры. При Карле Великом 2/5 лесов Франции были уничтожены, а земли распаханы. Процесс воздействия французов на природу несколько замедлился после падения каролингов, но с XI века возобновился и идет до сих пор. Интенсивное земледелие вызывает более или менее усиленную эрозию почв. Для сноса 20 сантиметров почвы, например, в Америке требуется в лесу 174 тысячи лет, в прерии 29 тысяч лет, при правильном севообороте 100 лет, при монокультуре кукурузы 15 лет. Эрозия порождает обнажение коренных пород и полевые бури, первая из которых в США 12 мая 1934 года превратила поля и сады восточных штатов в пустыню. О последствиях уничтожения китайцами лесов в бассейне Хуанхэ мы говорили в другой связи. Даже тропические джунгли Бенгалии и Юкатана взросли на переотложенных почвах, заброшенных земледельцами. Теперь стены древних храмов оплетены лианами, а массивные каменные плиты пробиты насквозь прорастающими нежными травами и даже грибами. И опять то же самое. При всех формациях человек деформирует природу. Очевидно, это ему свойственно. Однако природа умеет постоять за себя.
Не только некоторые растения, разворачивающие своими стебельками каменную кладку и с милой непосредственностью взламывающие асфальтовые дороги, но и отдельные виды животных используют возможности, создаваемые цивилизацией, для своего процветания. Так, истребление бизонов и замена их в биоценозе прерии овцами и лошадьми, мустангами, повели к сокращению числа больших серых волков, которые питались больными бизонами, оленями и грызунами. Поэтому уменьшилось поголовье оленей, среди которых стали свирепствовать эпидемии, и увеличилось число грызунов, разделивших с овцами корм, оставшийся после бизонов, а это, в свою очередь, создало благоприятные условия для размножения койотов, питающихся как грызунами, так и беззащитными овцами. Природа прерии восстановилась, но с упрощением структуры биоценоза. Распространение монокультуры картофеля дало толчок размножению колорадского жука, который победным маршем прошел от Кордильер до Атлантики, пересек океан и бодро завоевал Европу. Английские торговые корабли завезли на острова Полинезии крыс и, хуже того, комаров, что ограничило возможность для обитания самого человека на песчаных побережьях, где всегда дует морской ветер. А эксперименты с переселением кроликов в Австралию или коз на Мадейру столь трагичны, что хорошо известны. Но и факты регенерации природы не совпадают с переломными датами социальной истории человечества. Так есть ли между этими двумя цепочками закономерностей каузальная или же функциональная зависимость? По-видимому, нет. Ибо называть наскоки человека на ландшафт прогрессом нельзя ни в обывательском смысле, стремление к лучшему, ни в научном, развитие от низших форм к высшим. А если так, то вся ответственность за искажение природы не ложится на общественную форму движения материи. Приходится предположить, что здесь мы встречаем явление другого порядка, повышенную адаптивность и агрессивность не человека, члена общества, а вида Homo sapiens, одного из компонентов биосферы планеты Земля. И тут встает первый вопрос: насколько укладывается отмеченное нами явление в рамки эволюции позвоночных, к коим принадлежит и сам Homo sapiens? И второй, не менее важный вопрос: продолжает ли человек, после того, как он создал орудие и научился использовать огонь, оставаться в составе различных биоценозов как верхнее завершающее звено, или он переходит в какую-то иную сферу взаимоотношений с природой, вовлекая туда же одомашненных животных и культурные растения? Это тем более существенно, что, согласно закону необратимости эволюции, животные и растения, измененные воздействием человека до неузнаваемости, не могут вернуться к самостоятельной жизни, так как не в состоянии выдержать конкуренцию с дикими формами. Таким образом, внутри биосферы будто бы создалась особая прослойка, которую теперь принято называть антропосферой. Действуют ли в ней принципы естественного отбора? Да и справедливо ли такое выделение? Многие сторонники эволюционной теории, включая Дарвина, считают, что современный человек продолжает подвергаться такому же естественному отбору, который прежде действовал на его предков. Другие сомневаются в этом, приводя следующее основание: постепенное ослабление борьбы за существование неминуемо вело к выходу человека из состава биоценоза. Этот медленно протекавший процесс привел к тому, что естественный отбор для человека сначала ослабел, а затем совсем прекратился. Но отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Это произошло около 50 тысяч лет назад, когда оформился кроманьонец. Рогинский и Левин писали, что в лице современного человека прогресс биологической эволюции создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию дальнейшей эволюции. Следовательно, можно не сомневаться в том, что эволюционное развитие человека давно остановилось. Но так как модификации внутри вида продолжаются, то предмет изучения при такой постановке проблемы не исчерпан. Однако для продолжения исследования необходимы новый аспект и новая методика, ибо только описав особенности явления, можно примкнуть к той или другой точке зрения. Новые данные. Через 4 года после выхода в свет монографии Быстрова Дебюц опубликовал работу с потрясающим выводом. Массивные в древности кости черепа утончаются, грацилизация. Причем это происходит не постепенно, а рывками,
и не глобально, а по широтным зонам. Так, в субтропической зоне грациализация черепа произошла в шестом тысячелетии до нашей эры, а в лесной зоне умеренного климата в первом тысячелетии до нашей эры. С этими датами Дебец сопоставляет даты перехода от охотничьего хозяйства к земледелию, указывая при этом, что возможно предположение, что переход к земледелию привел к изменениям в строении черепа. Впрочем, в равной степени возможно и обратное. Изменившийся человек находит для себя другое занятие. Зато вполне справедливо другое соображение Дебеца. Ни сравнительная анатомия, ни этнография не дают нам права считать, что в рамках вида Homo sapiens грацильные формы являются более совершенными. Правильно. Однако хорошо известно, что модификация одного признака сказывается не только на анатомии человека, но и на его этологии, науке о поведении. Дебец приходит к выводу, что дело идет об изменениях, имеющих биологическую сущность. Следовательно, в условиях исторического бытия в человеческих сообществах продолжают протекать биологические процессы, стимулирующие даже изменения скелета. Но тогда должны быть вариации меньшего диапазона, отражающиеся на физиологии и поведении. Их вскрыть гораздо труднее. Однако предположение об их наличии, теперь имеющее прецедент, позволяет нам начать поиски фактора человеческой деятельности, действующего наряду с хорошо известным социальным. Это должна быть внутривидовая эволюция, принявшая под воздействием общественного начала своеобразные формы. Поиск решения. Основной материал для эволюционной теории дает палеонтология. Но надо помнить, что летопись ее не полна, и вопрос о происхождении и вымирании видов до сих пор составляет предмет полемики. Особенную трудность представляет неточность хронологии, причем допуск при датировке появления или исчезновения видов превышает иногда миллионы лет. Аналогичные трудности мы встречаем и при изучении некоторых соматических подразделений вида Homo sapiens, а именно образование рас первого порядка, европеоидной, монголоидной и негроидной. Следовательно, чисто биологический подход к проблеме, даже при ограничении во времени, не дает нам никаких преимуществ. Кроме того, надо отметить, что расовая принадлежность никак не связана с теми повышенными способностями к адаптации, которые позволили человеку изменить лик планеты, и, наконец, большие расы не являются реальными общностями, а всего лишь подразделениями научной классификации по некоторым внешним признакам, пигментации кожи, строению черепа и тому подобное. Самое же главное, что подавляющее большинство особей имеет в качестве предков представителей разных рас, если не первого, то второго порядка, и, следовательно, реально существующие и непосредственно наблюдаемые сообщества людей всегда гетерогенны. А ведь именно они, известные нам как народности или этносы, и являются коллективными формами существования вида Homo sapiens, взаимодействующими с ландшафтами населяемых ими регионов, то есть элементарными экологическими внутривидовыми таксонами. Следовательно, этнос не умозрительное понятие, а явление природы, и раскрытие его содержания, то есть исчерпывающее определение, и есть цель нашего исследования. При таком повороте угла зрения в руки исследователей попадает богатый и точно датированный материал, собранный всемирной историей, ибо народности имеют сравнительно короткий срок существования и легко обозримы путем исторического охвата. Наша задача, тем не менее, осложняется тем, что к нашим услугам имеется готовая политическая, социальная, военная, культурная, экономическая история, но этническая история человечества пока не написана. А обычно же вместо этноса, народности, изучаются либо институт государства, либо общественные отношения, либо культурные традиции. Все это имеет свою ценность, но не отвечает поставленной нами задаче. Поэтому мы ограничимся тем, что заимствуем из гуманитарных наук накопленный ими фактический материал, заново поставив проблему этногенеза. Проблеме этноса не повезло. В XIX веке этнография справедливо считалась географической наукой, но из поля зрения этнографов выпадали так называемые исторические или цивилизованные народы, что делало этнографию однобокой и часто просто описательной дисциплиной. В первой половине XX века маятник качнулся в другую сторону. Все, без исключения народности и племена, стали считать историческими и общественными категориями, то есть социология подменила этнографию.
В связи с распространением урбанистической цивилизации полевая этнография свелась к поискам пережитков и раритетов и потеряла теоретическое значение. Но теперь настало время обобщить накопленный материал и поставить проблему описания феномена этноса, который, как будет показано ниже, относится к биогеографическим, а не историко-социальным явлениям. Для решения поставленной нами задачи крайне важно не смешивать очерченные выше сообщества людей с другими формами общественного бытия, в особенности с классами и государствами. Известно, что общественная форма движения материи является развитием средств производства. Причем это спонтанное развитие идет по спирали с разной скоростью, но непрерывно. Историческая наука отмечает 5 формаций, через которые прошло все человечество, за исключением обществ, находящихся в состоянии временного застоя. Вне всякого сомнения, социальное развитие накладывает свой отпечаток на все другие формы движения материи, поскольку они связаны с людьми. Однако никогда никто не пытался истолковать в социальном аспекте гравитацию или электропроводимость, эпидемии или половое влечение, смерть или наследственность, ибо это область естествознания. Новый путь. Чем же поможет в нашей работе биология? Начнем об ОВО. С самого начала. Коллективные формы общежития распространены среди многих видов наземных животных, муравейники, стада копытных, стаи и тому подобное. Но каждый вид имеет свой характер образования коллективов. Для вида Homo sapiens такой формой является этнос. Но это ни в коем случае не значит, что он аналог муравейника или стада. Как человек отличается от прочих позвоночных, а он отличается радикально, так и этносы не похожи на коллективы других животных. То есть там, где у гамадрилов кровно-родственные объединения, там у человека этнос. Но знака равенства между тем и другим ставить нельзя. Различий между коллективами животных и этносами так много, что не стоит их перечислять. Полезнее обратиться к первичной классификации этносов, построив для начала элементарную схему. Возьмем в качестве образца простейший случай бытования этноса. Представим себе племя, имеющее общих предков, которое живет на строго очерченной территории и по быту, обычаям, религии и роду занятий четко отличается от соседей. В этой ситуации браки будут заключаться только между представителями данного этноса, так как нецелесообразно принимать в коллектив лицо, не имеющее навыков труда и быта, необходимых для поддержания семьи в достатке. Другие же навыки, связанные с иными условиями, будут заведомо неприменимы. Культурный облик изолированного этноса, без мощного вмешательства посторонних сил, завоевания, относительно стабилен, потому что каждое новое поколение стремится воспроизвести жизненный цикл предшествовавшего, что и является культурной традицией данного этноса. Казалось бы, традиция ни в коем случае не может быть отнесена к биологии, однако механизм взаимодействия между поколениями вскрыт профессором Лобашовым именно путем изучения животных, у которых он обнаружил процессы сигнальной наследственности, что просто-напросто другое название традиции. Согласно концепции Лобашова, индивидуальное приспособление совершается с помощью механизма условного рефлекса, что обеспечивает животному активный выбор оптимальных условий для жизни и самозащиты. Эти условные рефлексы передаются родителями детям или старшими членами стада младшим, благодаря чему стереотип поведения является высшей формой адаптации. Это явление у человека именуется преемственностью цивилизации, которую обеспечивает сигнал сигналов речь. В эту преемственность входят навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, обращение со старшими и отношения между полами, обеспечивающие наилучшее приспособление к среде и передающиеся путем сигнальной наследственности. В сочетании с эндогамией, то есть сексуальной изоляцией от соседей, стабилизирующий состав генофонда, традиция служит фактором, создающим устойчивость этнического коллектива. Но устойчивый, точнее стабильный этнос не является угрозой ни для соседей, ни для ландшафтов. Он вместе с техникой и духовной культурой связан с тем геобиоценозом, в котором он составляет верхнее завершающее звено, так как он входит в цикл конверсии геобиоценоза, под которым по определению Гексли понимается
механизм, обеспечивающий циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания. Иначе говоря, это обмен веществ в экологическом сообществе, свойственном данному месту обитанию. Для сохранения места обитания необходимо, чтобы циркуляция энергии поддерживалась и усиливалась. Ничто не мешает нам включить для удобства анализа в этот цикл биологического, но, конечно, не общественного человека. Естественный прирост в стабильном этносе ограничен высокой детской смертностью, и, как правило, небольшие накопления семей к старости обычно достаточно лишь для поддержания этноса в равновесии со средой и являются некоторой страховкой против экзогенных воздействий, войн, эпидемий, стихийных бедствий. На преодоление этих постоянно возникающих трудностей и уходят нормальные усилия изолированного этнического сообщества. Оно всегда лишено агрессивности, а, следовательно, не способно и к изменению природы. Очевидно, что такой этнос не может быть причиной катаклизмов, примеры которых приведены выше. А какой этнос это может и делает? Осборн в 1948 году писал: «История нации американской за прошлый век с точки зрения использования природных богатств является беспримерной. Фактически это история человеческой энергии, безрассудной и бесконтрольной». Так, но какова же она с точки зрения межэтнических конфликтов? Истребление индейцев, работорговля, расправа с франко-индейскими метисами в Канаде, захват Техаса, покорение золотоискателями Калифорнии и Аляски — все эти события совершались неорганизованно и бесконтрольно. Правительства США и Канады затем просто санкционировали совершавшиеся факты и извлекали из них выгоду. Но ведь по тому же самому принципу производилось арабское проникновение в Восточную Африку и движение голландских переселенцев в Капскую землю, а потом к Оранжевой реке. Тем же способом русские землепроходцы завоевали Сибирь, а китайцы — земли к югу от Янцзы. Не отличается от описанных явлений и эллинская колонизация Средиземноморья, и походы викингов. И нет никаких оснований думать, что иными по характеру были походы кельтов и захват Северной Индии арьями. Следовательно, мы натолкнулись на часто повторяющееся явление перехода этносов в динамическое состояние. Причем в огромной степени возрастают их агрессивность и адаптивные способности, позволяющие им применяться к новым, да то ли непривычным условиям существования. Однако не следует распространять отмеченную особенность некоторых событий истории на все ее явления. Это было бы столь же ошибочно, как и сведение всех проявлений человеческой деятельности к общественным началам. Задача научного анализа в том и состоит, чтобы сначала классифицировать, а затем систематизировать обнаруженные факты, но не считать, что полученные выводы применимы ко всем наблюдаемым явлениям. Так нелепо сводить, скажем, Семилетнюю войну или наполеоновское завоевание Пруссии к стихийным процессам. События этого порядка прекрасно объясняются сознательными расчетами политических деятелей, диктуемыми им сферой общественного сознания, а не инстинктами. Это и является критерием классификации, столь же четким, как и психологическая классификация поступков отдельного человека на сознательные и подсознательные. Индикатором здесь является наличие свободы выбора при принятии решения, а, следовательно, и морально-юридическая ответственность за свои поступки. В практической деятельности людей эти две линии поведения никогда не смешиваются. Аналогичный подход к размежеванию разнохарактерных явлений истории может быть осуществлен в научном анализе, что мы уже однажды показали на частном примере характеристики разнохарактерности передвижения кочевых народов Евразии, в зависимости от степени увлажнения степной зоны. Теперь мы просто отмечаем, что подобное соотношение имеет место для всего вида Homo sapiens. Статика и динамика. Ранее мы показали, что антропогенные сукцессии, затухающие вследствие сопротивления природной среды, являются относительно редкими, но мощными толчками, взрывами энергии, способной производить работу. Характеристика этой специфической формы энергии содержится в замечательной книге Вернадского. «Все живое, — писал он, — представляет непрерывно изменяющуюся совокупность организмов, между собой связанных и подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие. Чем более длительно существование,
Если нет никаких равноценных явлений, действующих в противоположную сторону, тем ближе к нулю будет свободная энергия, то есть энергия живого вещества, которая проявляется в сторону обратную энтропии. Ибо действием живого вещества создается развитие свободной энергии, способной производить работу. Переводя этот вывод на язык этнологии, можно констатировать, что судьба всех этносов — постепенный переход к этноландшафтному равновесию. Под последним понимается ситуация, при которой этнический коллектив, например, племя, входит в биоценоз того или иного региона, и прирост населения, ограниченный возможностями биохора, прекращается. В указанном аспекте этносы находят свое место в биохимии, персистентное состояние этноса. Это тот случай, когда вся энергия, получаемая из природной среды, поглощается внутренними процессами, и выход ее близок к нулю. Динамическое состояние — это внезапно возникшая способность к большему захвату энергии и выдаче ее за пределы этнической системы в виде работы. Историческое состояние — это постепенная утрата этногенного признака, способности абсорбировать большее количество энергии и, соответственно, выдавать ее наружу, происходящее за счет упрощения структуры. Но ведь каждый реликтовый этнос, персистент, только потому и существует, что он когда-то сложился и, значит, пережил динамическую и историческую фазу развития. Следовательно, он является, с одной стороны, кристаллизовавшейся формой протекшего эволюционного процесса, а с другой — субстратом для возникновения новых этносов. За время своего становления любой этнос проходит мучительную фазу перестройки не только природы захватываемых им регионов, но и собственной физиологии и этологии, поведенчества, что выражается в приспособлении своего организма к новым условиям. Такие ломки возможны не всегда. Как мы видели, они происходят в некоторые сравнительно редкие эпохи стихийных переселений народов, а затем на другое время устанавливается устойчивая система, фиксируемая на этнографических картах. И вот теперь мы можем ответить на поставленный в начале вопрос, продолжает ли вид Homo sapiens биологическую эволюцию или вследствие прекращения естественного отбора приостанавливает ее. Без учета предложенной нами классификации ответить было невозможно. Но мы скажем просто «да», но в весьма различной степени. Естественный отбор, как один из обязательных факторов эволюции, затухает лишь в условиях стабильного существования, гомеостаза или этноландшафтного равновесия. Тогда эволюция вида почти прекращается, и остается только социальный прогресс. Но в условиях энергетического толчка, в сложных и трудных условиях реадаптации и смены стереотипа поведения, естественный отбор усиливается, и сформированная им популяция либо погибает, либо становится новым этносом. Таким образом, первичной классификацией этносов в плане их становления является деление их на два разряда, резко отличающихся друг от друга по ряду признаков, сведенных в таблицу. Предлагаемая система классификации основана на принципе, отличном от принятых до сих пор, антропологического, лингвистического, социального и историко-культурного. Отмеченные в таблице признаки различия инвариантны для всех эпох и территорий, как в классовом обществе могут существовать персистентные этносы, так и при родовом строе происходят перегруппировки особей, благодаря чему возникают новые племенные союзы или военно-демократические объединения. Примерами первого варианта могут служить застарелые рабовладельческие отношения в Аравии среди бедуинских племен, в Западной Африке, в Бенине, Дагомее и тому подобное, у тлинкитов Северо-Западной Америки и угорцев Кавказа, до XIX века имевших грузинских рабынь и рабов. Застывшие феодальные отношения наблюдались в XIX веке в Западном и Северо-Восточном Тибете, в Горном Дагестане, у якутов и у малайцев. И наоборот, Иракесский союз, возникший в XV веке, яркий пример создания нового этноса в условиях доклассового общества. Тот же процесс имел место в родовой державе Хунну, III век до нашей эры, и военно-демократическом тюркском Вечном Эле, VI-VIII века нашей эры. Кельты первого тысячелетия до нашей эры бесспорно составляли этническую целостность, имея клановую систему общественных взаимоотношений. Количество примеров можно увеличить, но достаточно и приведенных. Всякое деление материала при классификации условно, но именно потому оно конструктивно, ибо определяется задачей, поставленной систематизатором. Наша цель — установить место этнического становления в многообразии наблюдаемых явлений.
И что же, оказывается, что этногенез — редкий случай на фоне общего этноландшафтного равновесия, который не может рассматриваться как отсталость или застой, происходящий от неполноценности тех или иных народов сравнительно с этносами, развивающимися быстро. Все застойные этносы некогда развивались, а те, которые развиваются теперь, если не исчезнут, то станут стабильными когда-нибудь потом. При этой постановке вопроса можно ответить, почему этносы вымирают и насколько часто, что из тех, которые зафиксированы при начале письменной истории в третьем тысячелетии до нашей эры, не осталось ни одного, а из тех, которые жили и действовали в начале нашей эры, редкие единицы. Это тем более необходимо, что непрямые потомки древних римлян, эллинов, ассирийцев, видоизменившись до неузнаваемости, живут и сейчас, но уже не являются ни римлянами, ни эллинами, ни ассирийцами, ибо заимствовали от предков только генофонд, да и то частично. Обратимся за аналогиями к палеонтологии, которая также занимается проблемой вымирания биологических таксонов, причем ведь несущественно, какова величина изучаемого объекта. Процессы вымирания должны иметь одну закономерность. Давиташвили, посвятивший этой проблеме солидное исследование, категорически и обоснованно отвергает абиотические причины, как физические, так и химические, а также катастрофы, в результате которых вид гибнет единовременно. Вымирание вида знаменуется постепенным сокращением ареала и конкуренцией соседних видов, вытесняющих из биохора обреченный вид. Но остается неясным, в чем заключается эта обреченность для этносов. Согласно этнологии, она кроется в структуре этноса. Усложнение структуры повышает сопротивляемость враждебному окружению, упрощение снижает ее. Вот почему полноценные в физическом и интеллектуальном аспектах люди, например, индейцы или полинезийцы, оказались бессильными по сравнению с колонизаторами, отнюдь не лучшими представителями своих народов. Таким образом, наибольшую опасность, как для природы, так и для этносов, представляют соседи, не потерявшие в процессе развития способности к адаптации и потому расширяющие свой ареал. Без появления такого врага реликтовый этнос может существовать неограниченно долго, постепенно слабея, но не вымирая. Это инволюция, то есть эволюция с обратным вектором. Но не исключена и гибель этносов развивающихся, если они наталкиваются на непреоборимое сопротивление более многочисленных соседей. Такие примеры неоднократно фиксировались историей. Однако механизм процесса остается неизменным. Итак, биологическая эволюция внутри вида Homo sapiens сохраняется, но приобретает черты, несвойственные прочим видам животных. Филогенез преображается в этногенез. Согласно этому выводу, человек за последние 15 тысяч лет изменялся не столько по анатомическим и физиологическим признакам, а по поведенческим, благодаря чему он освоил всю землю и создал технику, оставаясь самим собой. Дебец писал, отдельные примитивные прогрессивные признаки встречаются у всех рас, но ни одна из них не отличается примитивным или прогрессивным комплексом признаков, если заранее не считать их таковыми. Если принять в качестве критерия примитивности череп антропоидной обезьяны или хотя бы неандертальца, то протоевропейский тип энеолитической эпохи русской равнины по сумме признаков вовсе не будет более примитивным, чем тип древних славян или современных украинцев. Действительно, эволюция человечества пошла по линии расширения ареала и увеличения числа внутривидовых вариаций, то есть этносов. Часть последних погибает, оставляя потомкам вещественные или литературные памятники, часть остается в виде реликтов, часть исчезла бесследно, но не было случая, чтобы подсознательные действия популяции с единым стереотипом поведения вели к целенаправленным изменениям собственного естества, какие бы условия такому коллективу ни создавались. Холден по этому поводу писал: «Естественный отбор действует на изменения, имеющие приспособительный характер, а эти изменения не идут в любом направлении. Большая их часть ведет к потере сложности строения или к редукции органов, к дегенерации. А в нашем примере — к стабильному или персистентному состоянию этноса».